Добрый вечер. Вы смотрите проект «Якутия Лайф. Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Нашу сегодняшнюю программу я хочу начать с риторического вопроса. А вы заботитесь о своем психическом здоровье? Ведь в современном мире, где все очень быстро меняется, где огромное количество информации, очень сложно соблюдать баланс. Но как бы то ни было, психическое здоровье — это важная часть жизни любого человека. И сегодня у нас в гостях заведующая 4-м женским отделением Якутского республиканского психоневрологического диспансера, врач-психиатр Елена Мордосова, с которой мы поговорим о том, как сохранить душевное равновесие и в каком случае обязательно обращаться к врачу. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Давайте сразу же поговорим о терминологии, потому что иногда люди путаются, пугаются терминов. Психолог, психиатр. Сейчас еще появилось очень много разных коучей, там, тренеров, как их там, мотиваторов и прочие вещи. Вот действительно, даже я не могу четко провести где-то грань между коучем и дипломированным психологом. Все-таки в чем разница между вашей клинической дисциплиной психиатрии и психологией, например? Психолог — это специалист, имеющий гуманитарное образование, а не медицинское. Он имеет, чаще всего он общается с психически здоровыми людьми. Он не может ставить диагнозов, он не может назначать лечение. У него достаточно суженный круг возможностей. Он может улучшить взаимодействие клиента с самим собой или с окружающим. Врач-психиатр — это специалист с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по специальности психиатрия. У него достаточно широкий круг полномочий. Он лечит тяжелые психические заболевания, пограничную патологию, назначает лечение, может дать медицинское заключение о состоянии психического здоровья, участвовать в официальных свидетельствованиях психиатрических. Психотерапевт — это специалист также с высшим медицинским образованием, который должен проработать психиатром не менее 3 лет. Ну, так считается, так в классике. Он занимается лечением психических заболеваний пограничного круга, так называемых неврозов, неврастеней, тревожных расстройств, посттравматических расстройств, но он не лечит тяжелые психические расстройства. Ну вот как раз давайте и поговорим о заболеваниях. Насколько сегодня люди подвержены именно психическим заболеваниям и от чего они зависят? Какие есть факторы риска определенные, на которые человек мог бы обратить внимание? Наследственность, возможно, или все же какие-то факторы внешней среды, которые сейчас активно на нас воздействуют? Или все-таки это какая-то совокупность всех вышеперечисленных факторов? Вообще, по данным ВОЗ, психическими заболеваниями страдает каждый 8-й человек на Земле. То есть это около 970 миллионов людей. Неплохо, почти миллиард. Да, чаще всего это депрессивные расстройства и тревожные расстройства. Причины развития тяжелых психических расстройств, таких как шизофрения, основная причина еще не выявлена. Там много всевозможных предположений. Основной, конечно, считается генетическая предрасположенность, наследственность. А причинами пограничных состояний являются чаще всего жизненные трудные ситуации, перегрузки, стрессы. Причины таковы. То есть депрессию можно смело отнести к психическому расстройству? Да. Вот тогда получается, как определить, если у тебя депрессия, и кому идти-то, психологу или к психиатру? Депрессия — это очень серьезное психическое заболевание. Она представлена триадой симптомов. Это сниженный фон настроения, замедление мыслительных процессов и снижение двигательной активности. На фоне всех этих симптомов могут даже возникать порой бредовые идеи самообвинения и самоуничижения, и, соответственно, суицидальные попытки. В тяжелых случаях даже расширенные суициды. Заболевание требует очень серьезного медикаментозного лечения. И параллельно должно проводиться, после купирования основного тяжелого состояния, проводиться психотерапия. У нас просто сейчас куда ни плюнь, все говорят: ой, у меня депрессия, ой, у меня то. Так ли это на самом деле? Можно ли самому у себя диагностировать это состояние? Чаще всего это замечают близкие люди. Когда снижается настроение, когда снижается активность, когда становится безразлично то, чем раньше человек интересовался, в первую очередь это бросается в глаза посторонним. У человека снижается немного критика, и он не в состоянии оценить реально свое состояние.
Я помню из курса психиатрии, может, вы меня, конечно, и поправите, что если у человека психическое заболевание, он сам обычно не осознает, что оно у него есть. А если у него как раз он чувствует эти нарушения, то здесь есть возможность говорить о том, что можно вовремя принять решение, и не всегда это именно спектр психиатрической науки. Вы абсолютно правы, поправлять не в чем. У психически больного человека чаще всего отсутствует критика. То есть он считает себя здоровым, и что у него все хорошо. Да, и он не замечает тех симптомов, которые присутствуют, не замечает нарушений своего поведения, и любые попытки привлечь его каким-то специалистом он принимает в штыки с агрессией. Вот давайте тогда попробуем нарисовать, возможно, такой портрет, фоторобот якутянина. Кто чаще всего страдает психическими, точнее, заболеваниями, кто это там, мужчина или женщина, возраст, какие поведенческие особенности у данного человека? Ну, фоторобот, наверное, составить достаточно сложно, потому что психическим расстройствам подвержены как мужчины, так и женщины. Но по последним исследованиям больше, конечно, мужчин. Возраст совершенно разный может быть, но основная масса приходится на трудоспособный возраст, молодой и средний. Никакой социальный статус, никакой уровень образования не может быть гарантией психического здоровья. Можно, вы сказали, да, что трудоспособный возраст, влияет как-то возраст вообще в целом на психический, может, расстройство, может, какой-то есть фактор риска в этом возрасте, что по-простому человек крыша едет? Нет, психические заболевания возникают в самом любом возрасте. Самый маленький наш пациент, лежащий в стационаре, был 4 лет. А самый возрастной перешел рубеж 90-летия. А вот чаще всего какие именно диагнозы? Ну, если брать тяжелые психические расстройства, это психозы шизофренического спектра, конечно. А если брать пограничную приходящую патологию, это депрессивные расстройства и тревожные расстройства. А насколько часто люди сами обращаются к психиатру или даже к психологу за помощью, или все-таки это должны сделать родные? Вот просто вы говорили, что родные в первую очередь и замечают это, но как быть, если они это видят, но человек сам не хочет показаться психиатру? Я работаю в стационаре, поэтому подавляющее большинство поступлений спровоцированы близкими пациентов. Сами они идут крайне редко, обращаются редко, они не успевают замечать, что у них начинает развиваться заболевание. Даже больные с опытом заболеваний не всегда замечают. Поэтому на этот случай есть близкие, родные, даже соседи обращаются. Бывали случаи, что обращались и коллеги, заметив у человека какое-то психическое отклонение. Вот они обращаются, а что трактует закон? Каким образом тогда вы должны действовать? Ведь человек сам не хочет, а нам известно, что медицинская помощь без согласия гражданина не оказывается. Да, в 1991 году вышел федеральный закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Согласно этому закону, психиатрическая помощь оказывается только с согласия пациента. Но в каждом законе есть лазейка. И у нас тоже есть такие моменты, которые позволяют нам все-таки проводить лечение. В течение 24 часов мы должны, если пациент отказывается от госпитализации, в течение 24 часов мы должны представить его на врачебную комиссию, где будет принято окончательное решение о необходимости недобровольной госпитализации. И документы подаются в суд. И там уже на суде судья принимает решение о необходимости лечения в недобровольном порядке. А в каком случае такие решения могут быть приняты? Когда есть непосредственная опасность для себя, для окружающих, если больной в силу своего заболевания не может оказывать, не может обеспечивать сам себя, и если без оказания медицинской помощи психическое состояние ухудшится. Ну да, тут, в принципе, спектр достаточно большой для того, чтобы принять решение о, получается, принудительной госпитализации. Да. А решение о снятии этой госпитализации принимается также врачебной комиссией? Да.
по итогам уже проведенного лечения. Да. Если госпитализация занимает длительное время, ежемесячно пациент представляется на врачебную комиссию. Как только его состояние позволяет его выписать и перевести на амбулаторное лечение, там пациент также представляется на врачебную комиссию и выписывается под наблюдение психиатра в диспансерном отделении. А какие-то есть, возможно, тесты, какие-то вещи, которые сразу бросаются в глаза для того, чтобы самому взрослому понять, что что-то не так? До эфира вы меня просили часы нарисовать. Может быть, об этом и еще, может быть, какие-то есть тонкости? Тестов, личностных опросников, шкал очень много в распоряжении психиатра, и их великое множество. Проще всего ими заниматься под руководством самого психиатра, самого врача, потому что там встречаются вопросы, на которые достаточно трудно ответить самому больному в силу рассеянности внимания, и трактовать это может также только врач. Поэтому все исследования должны проводиться в специализированных учреждениях. Если возвращаясь к тесту на часы, что нужно сделать? И что он определяет? Ведь он же простой тест, это родственники спокойно могут сделать. Да. Когда врач просит нарисовать циферблат, при хорошем раскладе, при хорошем психическом состоянии, там должен быть полностью прорисован циферблат с цифрами, со стрелками. И врачи обычно просят указать, или родственники больного просят указать точное время, допустим, 3:30 или без 15:03. И от того, насколько точно пациент укажет время и четко прорисует циферблат, можно судить о его интеллектуальных возможностях, о его сохранности интеллектуальной. То есть задача просто попросить вашего родственника нарисовать циферблат с указанием всех часов, минутной часовой стрелки, возможно, секундной, и посмотреть, насколько точно будет нарисован этот циферблат. Если это так, точно, тогда, в принципе, сейчас переживать не о чем. Но это, я так понимаю, больше тест для лиц возрастных. Да, это для на определение деменции и прочих расстройств интеллектуальных. Но если со взрослыми более-менее понятно, есть родственники, они могут замечать, если есть там угроза в жизни, опасность для окружающих, и если видно, что поведенческие какие-то поведение изменилось у человека, то необходимо обращаться к психиатру. А как быть с детьми? Ведь дети — это более, скажем так, сложная личность с точки зрения поведения. Иногда капризы ребенка мы можем расценить как некое отклонение от нормы. В плане детей, что чаще регистрируется и как быть родителем, на что в первую очередь обращать внимание? Сложно оговорить в одной передаче весь спектр психических расстройств у детей. Но некоторые моменты я могу озвучить. Прежде всего, должно обращать на себя внимание резкое изменение поведения ребенка, изменение его характера, какое-то появление странных пристрастий в одежде, в еде, навязчивое влечение к стереотипным играм. И все попытки отвлечь его от этих игр вызывают только агрессию. Должно бросаться в глаза, родители должны заметить, или близкие окружающие ребенка должны заметить какие-то поддергивания, тики, непроизвольные движения, непроизвольные выкрикивания у детей, страхи, тревоги, плаксивость, агрессивность, раздражительность, нарушение сна, снохождение, ночные кошмары. Все это должно обратить на себя внимание и стать причиной обращения к психиатру. Но многие боятся, что после этого обращения ребенка поставят на учет, а учет у психиатра — это ограничение в водительских правах в будущем, поступление в учебные заведения той же самой структуры правоохранительных органов и так далее, так далее, так далее. В каком случае ставится ребенок на учет? Риски несопоставимы. Бояться, что когда-то твой ребенок не поступит в правоохранительные органы, не показывать его психиатру и тем самым ухудшить его психическое состояние, это крайне непродуманная вещь. Если ребенок попадает в поле зрения психиатра, возможно, его даже не поставят на учет. Просто проведут обследование диагностическое какое-то, возможно, назначат какое-то коррекционное лечение. Или, выявив сопутствующую патологию, его отправят, допустим, к невропатологу. Поэтому не нужно так бояться психиатров. А в случае постановки ребенка на учет по истечению 18 лет может решиться вопрос о снятии его с учета в связи с адаптацией.
с излечением. Вот у нас есть вопрос от телезрителя. Мы большинство вопросов составляем за счет тех вопросов, которые к нам приходят посредством WhatsApp мессенджера. У моей подруги биполярное расстройство, и вот уже больше года ей не помогают таблетки. Терапия, случаются панические атаки, добавила что-то вроде эпилепсии. Она уже сменила несколько врачей, которые меняли лечение, но ничего не помогает вернуться к привычному образу жизни. Что делать? Нужно ли обращаться в стационар? Необходимо. Учитывая такую длительность течения заболевания, необходимо обратиться к врачу для стационарного лечения. Тут стоит вопрос о подборе препаратов под постоянным контролем врача. Ну вот по поводу биполярного расстройства, как его можно заподозрить, какие основные симптомы? Ну, это неустойчивость настроения. В основном биполярное расстройство подразумевает под собой наличие как маниакальной фазы, так и депрессивной фазы. И если вы замечаете у своих знакомых, родственников вот такие неконтролируемые перепады настроения или длительность течения одной из фаз, то имеет смысл обратиться к специалисту. Ну а чем отличается маниакальный и депрессивный? То есть при маниакальной человек находится в какой-то эйфории, ему хочется куда-то бегать, двигаться, что-то активничать, а в депрессивный тут же там через день впадает, все, ничего не хочу, лежу и все плохо, да? Да, маниакальная фаза диаметрально противоположна депрессивной фазе. Если при депрессии будет сниженный фон настроения, то при маниакальном оно будет гиперповышено. Если при депрессии будет замедление мыслительных процессов, то при маниакальной фазе это будет ускорение, наоборот. И также с двигательной активностью. Мимо маниакального человека вы не пройдете. То есть там все это так вам сразу выражено, бросится да? в глаза, да. А вот в продолжении этого же вопроса, а насколько эффективна вообще терапия, насколько эффективны сейчас те препараты, которые используются в психиатрии, и как можно понять, что действительно эффект наступил? Ну, Он отложенный какой-то будет. Сейчас современная психиатрия уже давно шагнула в 21 век, но, к сожалению, остается очень много предрассудков и непрофессиональных бытовых суждений. Сейчас современная психиатрия рассчитана на эффективность, безопасность и хорошую переносимость назначаемого лечения. Современные препараты обладают минимальным побочным действием и активно используются в амбулаторной практике. Но препараты тех, которые назначает психиатр, они все рецептурные. Да. И они могут назначаться исключительно только врачом. Да. Или в стационарных, или на уровне поликлиники, если у человека состояние позволяет проходить амбулаторное лечение. Вот в этом случае амбулаторное лечение кто проходит? Амбулаторное лечение проходят люди, которым не показано стационарное лечение, то есть тяжесть их состояния не настолько выражена. Также амбулаторное лечение проходят пациенты, выписавшиеся из стационара в форме поддерживающей терапии. Вот, кстати, вопрос, да, а можно ли избавиться от психического расстройства без медикаментозного лечения? Что для этого можно сделать? Если это тяжелое психическое расстройство, то, конечно, без медикаментозной терапии не обойтись. А какие-то пограничные состояния легкой степени выраженности можно купировать на уровне психотерапии. Бывали даже случаи, когда к нам поступали пациенты в стационар, длительно принимающие какую-то терапию, использующие разные препараты, и без назначения лечения они выздоравливали у нас за 3 дня. То есть стены лечат. Помогали, да? Стены лечат. Атмосфера помогала. А вот как вы тогда относитесь к коучам, вот этим всяким специалистам, которые пытаются давать советы: «О, будьте такими, все у вас будет хорошо»? На самом деле очень негативно. Крайне негативно. Ведь чем специалист отличается от любителя? Любитель не может осознать степень осложнений в ходе терапии. У таких специалистов чаще всего нет даже профессионального образования. И все их советы базируются на каких-то выдержках из книг Карнеги, восточной философии, фэншуя. И они даже порой их неверно трактуют. У них нет индивидуального подхода к личности. Они не представляют себе картину и течение заболевания.
Основная деятельность, цель этой деятельности просто собрать Выманивание деньги. денег. Да, выманивание денег. И, к сожалению, такие горе-специалисты подрывают доверие к действительно Специалистам, профессионалам. которые, да, занимаются. Да, Вот профессионалам. за последнее время я стал на это обращать внимание, что проще довериться какому-то блогеру непонятному. Вот блогер сказал, что это поможет, а какой-то там психиатр, который отучился 8 лет, да, и получил диплом, и получил знания, он говорит мне какую-то ерунду. Вот как быть с этим, как бороться, потому что в социальных сетях очень много информации. Ваш совет. Ну, все-таки нужно ограничить доступ к социальным сетям, в первую очередь у детей. И постараться понять, что все вот эти коучи, которые с каждого экрана нам вещают о том, как нужно жить и правильно вести себя, это все-таки сбор денег в первую очередь. Все их советы, они не индивидуальные, они антипрофессиональные. И если вы цените свое психическое здоровье, то стоит обратиться к профессионалам, к психиатрам. Но к психиатрам страшно обращаться, а к коучам модно. Угу. В этом большая проблема. Вот по поводу социальных сетей и детей. Вот мы с вами начали этот разговор. Все-таки, на ваш взгляд, какое влияние социальные сети сейчас оказывают на подростковом периоде на наших детей, и что делать родителям в данном случае? Ограничивать, не ограничивать, как-то фильтровать контент, который в социальных сетях формируется? Конечно, нужно ограничивать нахождение в социальных сетях ребенка. Нужно контролировать, чем он там занимается в социальных сетях, с кем он общается и в каких обществах он состоит, потому что сейчас очень много распространяются таких даже каких-то суицидальных обществ, в которые заманивают детей, уж не знаю, с какими целями. А вообще влияние вот этих вот всех высказываний, модных тенденций на неокрепшие умы очень опасно, и родители должны это понимать. Ну вот, я просто так плавно подвел к тому, что влияние социальных сетей на детей, у которых еще не сформировалась до конца психика, очень велико. И, соответственно, под влиянием вот этой информации, в том числе и негативной, и так далее, формируется будущее нашей республики, нашей страны. И в данном случае ответственность очень большая на родителей. Вы бы цензуру ввели бы в социальных сетях? Обязательно. Обязательно. И цензура, и комендантский час. Я бы била из всех оружий. Потому что я так понимаю, что часть комментаторов в социальных сетях клиенты соответствующего диспансера, судя по всему. Ну, не без этого. Да, а вот как быть по поводу, вот сейчас эта тема активно обсуждается, это ограничение пропаганды ЛГБТ, значит, нетрадиционных ценностей. Можно ли каким-то образом, вот я читал разные источники, есть родители, которые говорят, да, это все ерунда, значит, если человек не предрасположен к тем же самым гомосексуальным отношениям, значит, ну и тогда все хорошо будет, и никакая пропаганда на них не подействует. Вот так ли это? Нет, пропаганда, конечно, подействует, потому что умы неокрепшие, своего мнения пока еще не имеющие и очень подвержены модным влияниям. А сейчас эта тема очень широко лоббируется. Я вам рассказывала, что многие подростки сами диагностируют у себя гендерную фрустрацию, а на деле даже не могут объяснить, что это такое, потому что не испытывают этого. Но термин очень красивый, звучит очень весомо, поэтому почему бы им не козырнуть? Но это клиенты вашего диспансера в данном случае. Ну, в крайнем случае, ну вот в данном случае да, но среди подростков, в подростковых сообществах тоже попадаются такие. Это же очень модно. Если у него гендерная фрустрация, то почему у меня не может быть? Поэтому в данном случае вы как специалист тоже считаете правильным, когда у нас государство на уровне законодательства вводит ограничения по пропаганде проявления нетрадиционных ценностей, ну таких вот, как, например, как ЛГБТ. Да. Вот если в обиходе мы иногда часто слышим такую фразу «у него депрессия». Насколько вот сейчас часто выставляется такой диагноз, мы вот вначале говорили о ней, так, о симптомах, а вот насколько часто, с учетом последних там, новостных событий, с учетом там, влияния тех же самых социальных сетей, которые нагнетают определенный негативный фон, этот диагноз выставляется? Ну, выставляется он достаточно часто. Но нужно понимать, что есть
истинная эндогенная депрессия, которая возникает на фоне видимого благополучия и связана с нарушением химических процессов в головном мозге, да? А есть депрессивные реакции на ситуации. То есть это реакции, которые вызваны соответствующими событиями. И они протекают более легко, в облегченном варианте, не требуют такой сильной, массивной и серьезной медикаментозной терапии. Достаточно обратиться к психотерапевту или назначить какие-то современные легкие антидепрессанты в небольших дозах. И они достаточно быстро проходят. Ситуация разрешается или немножечко времени проходит. И они разрешаются. Бывает, что и самостоятельно. Опять же, вспоминая курс психиатрии, помню, говорили, что все мы немного шизофреники, но есть пределы нормы. Вот есть ли абсолютно здоровые психические люди, или все-таки все мы немножко с отклонением? Ну, знаете, наша профессор часто повторяла: мы все родом из детства. А специалисты даже шутят: как бы ты ребенка не воспитывал, ему все равно будет что рассказать психотерапевту. Человек, взрослея и приобретая жизненный опыт, не может избежать психотравмирующих ситуаций. Тут важно, как он из них выходит, как это влияет на общение с его близкими, с его окружением, и как он адаптируется к жизни. А вообще считается, что любое соматическое заболевание протекает с нарушением психической функции. Так что если есть абсолютно соматически здоровые люди, то не исключено, что есть и абсолютно психически здоровые люди. Почему у нас в стране не так много уделяется внимания психическому здоровью? Ну, вот нет так называемой, там, не знаю, психической диспансеризации, например. Когда вот мы действительно внимание уделяем очень много соматике, когда человека смотрят терапевты, там, и ЭКГ снимаем, и общие анализы делаем, и так далее, так далее. А вот как-то о психическом здоровье задумываемся только когда гром грянет. Ну, я с вами не согласна, что у нас в стране уделяется мало внимания психиатрической службе. Это совсем не так. У нас открываются центры психической поддержки, центры психического здоровья, появляются программы государственные. Каждый год выпускаются новые специалисты. На каждом предприятии ежегодно проводятся медицинские осмотры с обязательным участием психиатра. Сейчас расширяется спектр оказания амбулаторных услуг, повышается квалификация врачей, их профессиональная подготовка, совершенствуются стандарты оказания медицинской помощи. Набирает обороты новый метод работы, так называемый бригадный, когда для лечения больного привлекается не только психиатр, но и специалисты других профилей. Это социальные работники, психологи, психотерапевты. Права психически больных гарантированы государством, прописаны на законодательном уровне. Поэтому я не считаю, что у нас мало внимания уделяется, а мало финансируется, это да. Нет, я говорил именно, вот и вы тоже говорили о лечении, да, то, что меняются подходы, привлекаются специалисты, а речь идет именно о профилактике. Вот в ту же самую ежегодную диспансеризацию не включен осмотр психиатра у взрослого населения. Он есть у детей, что самое интересное. Причем, как я помню, там годики такие самые маленькие. У нас всегда была проблема найти психиатра, который имеет детскую специализацию, чтобы он провел диспансеризацию по всей республике. Я знаю, что они выезжают активно, в том числе сотрудники вашего диспансера, и вот проводят эту диспансеризацию. А взрослые-то, получается, не охвачены? А взрослые проходят ежегодный медосмотр. На каждом предприятии ежегодно проводится. И обязательно участвует психиатр. Тогда у работников есть возможность поговорить с психиатром, задать ему какие-то интересующие его вопросы. И психиатр, задавая какие-то абсолютно такие, казалось бы, неважные вопросы бытового уровня, тоже может оценить психическое состояние человека, выявить у него неврастению, дать ему советы, направить к какому-то специалисту. Вот буквально в этом году, весной, вступил в силу новый приказ, который касается медицинского свидетельствования граждан, которые планируют купить или имеют уже оружие охотничье. Вот как вы считаете, вот то, что этот приказ был введен, насколько он снизит риски применения оружия
в агрессивных целях в части убийства человека. Вот были ли у вас уже случаи такие в практике, где вы сталкивались с ситуациями, когда человек проявлял неадекватность? Ну, этот закон, конечно, в некоторой мере снизит риски, потому что, чтобы сейчас получить оружие, нужно пройти обследование у психолога. Не все его проходят, для некоторых легче сдать имеющееся оружие. Часть мужчин, которые проходят обследование у психолога, не очень правильно выполняют эти тесты, не то что правильно, не очень ответственно. А бывает, что выявляются какие-то характерологические особенности, которые не рекомендованы владеть оружием. Это агрессивность, тревожность, раздражительность. При выявлении таких черт человека отправляют на врачебную комиссию, где уже комиссионно принимается решение, выдавать ему оружие или не выдавать. Конечно, этот закон немного снизит риски. Я понимаю, что это очень большая головная боль для охотников, особенно в нашем районе, но тем не менее. Человек, который не сможет выстоять в очередь к психологу, к психиатру и получить справку, ему проще будет сдать. Уже говорит. Да. Я тоже считаю, что все-таки правильно, да, потому что иногда, судя по тому, что наблюдаешь, и в той же самой медицинской практике, какие пациенты иногда обращаются с зашкаленным уровнем агрессии, да, что будет, если им дать еще оружие. Я вот иногда за некоторых даже переживаю. Если бы не наш уголовный, наверное, кодекс, да, не наше законодательство, которое в стране, для многих бы открылись врата для определенного беспредела. Хорошо, что они у нас есть. Хорошо. Ну, теперь, наверное, вопрос такой самый, наверное, популярный среди психиатров. Много ли у вас Наполеонов и иных известных личностей? Вы знаете, Наполеонов нет, потому что бредовая концепция, которую вы подразумеваете, она в большинстве случаев соответствует времени. У нас есть «Смотрящая Россия», у нас есть «Сыновья Путина», а вот с Наполеонами у нас напряженка. То есть наши больные шагают ногу со временем. Все-таки следят за информацией. Ну да, бредовое расстройство всегда привязано к времени. А благодарные пациенты — это редкость или нормальное явление психиатрии? Потому что мы же говорили о том, что все-таки у них снижена критика, они не всегда осознают, что они больны, вы их лечите, а получается, что они, наоборот, считают, что у них все хорошо, а вы им делаете хуже. Знаете, выражение «страдать от психического расстройства» — это не метафора, это не какой-то красивый оборот речи. За ней действительно реально стоит мучение, страдания, слезы, боль, страх. И все это мы проходим вместе с нашими больными. Когда они возвращаются к реальной жизни, они нам искренне благодарны. Когда я писала работу для Всероссийского конкурса врачей, я попросила своих пациентов написать несколько отзывов обо мне, потому что этого требовала сама работа. И я не ожидала получить столько теплых слов, поддержки, благодарности. Мне было очень приятно. Я увидела себя их глазами, и я себе очень понравилась. Это действительно вдохновляет и трогает до слез. Ну и в завершении вопрос, который связан, наверное, со всеми. В случае необходимости, куда человек может обратиться или его родственники, если они понимают, что что-то не так с психическим здоровьем? Если это все протекает в течение нескольких дней медленно, такой вот медленный накопительный эффект, и есть возможность добраться до психиатра в поликлинике, то можно обратиться туда. А если психическое состояние изменилось остро, то нужно вызывать скорую, психиатрическая бригада всегда приезжает. А если человек в районе, еще и в отдаленном, как быть в этом случае? Ну, если психическое состояние настолько выражено, что это замечают и другие, там действуют уже по ситуации, иногда даже привлекают полицию. То есть в случае необходимости можно и в полицию обращаться. Да. Хочу поблагодарить вас за столь интересную беседу. Я надеюсь, что
все-таки у нас люди будут более сознательно подходить к своему психическому здоровью, ведь по определению Всемирной организации здравоохранения здоровье — это не только соматическое, но и психическое и социальное благополучие человека, а для того, чтобы оно было, необходимо все-таки за здоровьем следить, обращаться в случае необходимости и не допускать тех ситуаций, когда человеку уже потребуется госпитализация в психоневрологический диспансер, как у нас в республике. Дорогие друзья, на этом выпуск программы «Якутия Лайф. Мой доктор» подошел к концу. У нас в гостях была заведующая 4-м женским отделением Якутского республиканского психоневрологического диспансера врач-психиатр Елена Мордосова. Я надеюсь, выпуск вам понравился, вы от него подчеркнули много интересного и нового. Следите за своим психическим здоровьем. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Всего вам доброго. До свидания.